Амҽыша асааҭ жәеизарзы аԥсуа телехәаԥшра-каналаҿы ишиашоу ицо ефирала имҩаԥысуеит Аԥсны лото раԥхьаӡатәи ахәмарра. Абзиара шәымаз ҳаҭырцқәа телехәаԥшцәа. Изакәи Аԥсны лото иаԥшьызгада уи, насгьы иарбан ҳамҭо иоуа аиааира згон. Абарҭқәа зегьы иахьатәи ҳҭыжьымҭаҿы. Дазусҭазаалакгьы ауаҩы иҟазшьақәа иреиуоуп џьабаада аԥара рацәа арҳара. Убри хшыҩзышьҭра азуны ауп изырӡбаз алотереиатә хәмаррақәа. Иара принцип убас иҟоуп. Инухуа аԥара рацәаӡам, аха иуқәҿиар хара амамкәа аԥара урҳауеит. Ус еиԥш иҟоу ахәмаррақәа адунеиаҿы ацәлымҳара рымоуп. Урҭ ателехәаԥшраҟны ишиашо ицо аефирала имҩаԥыргоит. Урыстәыла еиҳарак ақәҿиара змоу ҳәа иԥхьаӡоуп Русское лото. Иара амҩаԥгара аԥшьган зқьи-шәи-ԥшьини-жәи-жәи ԥшықәса рзы. Ҳазну ашықәс ноиабр мзазы НТВ телеканалала ицо адырраҭараҿы 5 миллион инареиҳаны аԥара даиааит Воронежтәи аҳаблаҿы инхо ахаҵа. А сейчас о рекордном выигрыше за всю историю российских лотерей. 500 миллиона рублей достались жителю Воронежской области. Джекпот русского лото в 506 миллионов рублей выпал в эфире программы «У нас выигрывают» на нашем канале. Имя счастливчика не разглашается. До этого самым крупным в нашей стране был приз в 365 миллионов рублей. Его выиграли в лотерее в конце мая. И, как видим, рекорд не продержался и полугода. Ҩнызқьи акы шықәса рзы аԥсуа телехәаԥшраҿы имҩаԥысуан Аԥсны лото архәмарра. Усҟантәи аамҭала аиааира згоз ианаршьон хәышәмаҭ аԥара. Иазгәаҭатәуп уи ахәмарра акыр аинтерес шаҵаз, иухәмаруазгьы рхыԥхьаӡара шмаҷмыз. Мы сегодня проведем вместе с членами тиражной комиссии первый розыгрыш телелотереи. Условия розыгрыша оговорены на обратной стороне приобретенных вами билетов. Однако я напомню вам еще раз. В первом туре выигрывает билет или билеты, в котором раньше, чем в остальных, заполнится любая горизонтальная строка. Выигравший первый тур продолжает играть во втором и в третьем турах. Второй тур выигрывает билет или билеты, в котором раньше, чем в остальных, заполнится любая из двух таблиц. Выигравшие билеты во втором туре продолжают играть. В третьем туре выигрывает билет или билеты, в котором раньше, чем в остальных, заполнятся две таблицы полностью. В следующих турах тоже выигрывают билеты, в которых раньше, чем в остальных, заполнятся две таблицы полностью. За всеми нашими действиями будет следить компьютер. И все те цифры, названные цифры, так же, как и вы, вычеркиваете в своих билетах, наш компьютер будет следить за этим тоже. Я хочу напомнить еще, что каждый пятый билет выигрышный, и всем желаю удачи. Мызкаԥхьа гәыԥҩык арԥарцәа ирыӡбеит ҩаԥхьа Аԥсны лото амҩаԥгара хацдыркырц, аха ирҿыцны ҳаамҭа иақәшәо иҟаҵаны. Уи аус аҿы ицхыраагӡа духеит амобилтәи еимадара, насгьы аинтернет. Аԥҵаҩцәа ражәақәа рыла дара ирҭахын ашықәс аламҭалаз ателехәаԥшцәа ргәалаҟазаара ашьҭыхра, аиԥш зеиԥшу ахәмаррақәа бзиа избо ирымоу аинтерес рыцҩшара. Аԥсны лото – это возможность обычным людям за маленькие деньги получить реальный приз, реальный денежный приз. То есть, так как это открытая система, она простая и понятная, и доступная людям. И поэтому я думаю, что многие получат удовольствие от пользования непосредственно этой услугой, или как ее назовем, Аԥсны лото, участие в этом. Да. И, то есть она доступна всем. Это самое главное, что она доступна всем, она прозрачна и она понятна. Вот. Поэтому я думаю, что у нас будут положительные отклики и отзывы, хотя уже они есть. То есть мы привлекли уже большую часть населения, скажем так, да, в этот проект, и видим, что положительный эффект это все дает. Вот. То есть им это нравится. Такой возможности, как развлекательного сегмента в этой сфере, у нас еще не было. Да, на такой структуры, которую мы построили, ее тоже не было. То есть возможность сегодня, но технологии позволяют нам делать такие вещи, как продажа билетов через СМС. В скором будущем появится продажа билетов через все терминалы, которые у нас есть в Абхазии. Вот, плюс через интернет можно будет покупать билеты на Аԥсны лото. У нас в стране, насколько мне известно, игорный бизнес законом запрещен. Это не игорный бизнес, это спорт, это спортивное лото, это телепроект. Телепроект в прямом эфире 24 декабря в 11 утра мы говорим «Мотор», встречаемся на телеэкране в прямом телевизионном эфире на абхазском телевидении.
и каждый может попытать свою удачу. Затраты в приобретении билетов Апсны-Лото минимальные, копеечные, а азарта и интриги за относительно небольшие денежные средства достаточно высокие. И почему нет? Это игра компании, это игра семьи, это можно играть со своей, не знаю, с девушкой, с друзьями, с однокурсниками, одноклассницами. Ну, то есть тут можно бесконечно фантазировать и креативить на тему того, как это может происходить. Есть масса вопросов, на которые я непосредственно как ведущий телепроекта буду отвечать в прямом эфире, буду рассказывать, потому что для начала это все-таки мы идем пока в тестовом режиме, и нужно, есть много очень людей, которые в этом не участвовали, не играли, нужно будет это рассказать. Анкелату ахмара за номер козно за билетку ахот просто ехазалам кала ялха номера хиштуп фсмс как акинер кна юни юх бензе и выпшима цифра кванцана а неусен зигзнапыяну аманшалара ау. Принцип тот, который был раньше, немножко измененный, потому что модернизированный, у нас возможностей появилось больше. Соответственно, технологии изменились. Если раньше был бумажный носитель, то сейчас у нас электронный носитель. Ну, что это такое? Если раньше был бумажный билет, и его зачеркивали, там 6 цифр из 45, то сейчас отправляют 6 смс. То есть это почти то же самое, только в электронном виде. Что происходит в этом случае? После того, как заполнился билет из 6 чисел, которые вы хотите выбрать, которые в итоге выпадут на лототроне, вы регистрируете свой билет в электронном виде и получаете этот билет себе на смс-кой в ответ на 6 отправленных смс с разными числами. Автоматически на сайте apsnylото.tv, у нас есть такой сайт уже у Апсны-Лото, регистрируется ваш личный кабинет с всеми вашими купленными билетами, где вы можете их рассмотреть визуально. Даже если вы потеряли телефон, даже если вы потеряли сим-карту, вы можете через Апсны-Лото посмотреть свои билеты. Как получить выигрышные средства, то есть деньги, которые вы выиграли, ваш приз. Необходимо со своим номером телефона прийти в Универсал-банк, назвать свой номер телефона, либо номер телефона, с которого вы играли. Соответственно, вы после проверки на ваш номер телефона придет пароль для открытия вашего лицевого счета Апсны-Лото, по которому вам будут выданы деньги. Можно билет не именной. Электронный билет, он привязывается к номеру телефона, и все. Это не значит, что владелец номера должен прийти получать приз. Любой человек, который имеет паспорт, который имеет на руках непосредственно сам номер, ну, с номера, с которого покупался билет, может получить деньги. То есть он обезличенный. Мы не привязываем его конкретно к какому-то лицу. То есть любой может получить эти деньги. Конечно же, столкнулись с приятным таким моментом, что буквально за первые 2 недели очень много наших сограждан приняли в этом участие, приобрели билеты. И все-таки видно, что люди хотят отвлечься от насущных проблем и как-то немножко развлечься в хорошем понимании этого слова. Я думаю, что в любом случае это будет после розыгрыша 24 числа, это будет масса перерассказов, масса всяких там, можно сказать, приколов. И очень позитивная нота достаточно. И там есть разные, конечно, отзывы. Немножко цинично люди к этому некоторые относятся, немножко с легкой издевочкой, с легкой шуточкой и так далее. В любом случае, они больше участвуют, чем те, кто доверяет принципу системы спортивного лото. Судьбу победителя решает... Судьбу победителя решает вот эта вот машина, собранная нашими инженерами, да, не моими, я пока еще не такой инженер, собранная инженерами по нашим эскизам, по нашим проектам. Значит, это простая машина выброса простых чисел, то есть барабан выброса простых чисел, потому что здесь 45 шаров, они все попадают в барабан. Барабан будет крутиться, у него 6 циклов, то есть каждый цикл это 1 шар. Выпадание. Это происходит все в течение 30 секунд. 1 шар крутится в течение 30 секунд. То есть у нас 3 минуты на то, чтобы весь тираж сложился. То есть вот, в принципе, принцип очень простой. Никаких сложностей в нем нет. Это простая механическая машина, в которой невозможно как-то ее, скажем так, что-то сделать для того, чтобы выпал то число, которое кому-то как будто бы нужно. Так не будет.
У нас принцип открытости и доверия, потому что мы по-другому, мы живем в своей стране, и мы не хотим, чтобы в нашей стране были какие-то такие вот неправильные явления. Хочу еще сказать, что, кстати, Министерство экономики в этом направлении способствует нам, да, для того, чтобы реализовывать такие проекты. Мы им очень, как это сказать, я не знаю, благодарны, наверное, да, или там спасибо им большое за это, да. Самое главное, чтобы из тех 6 чисел, которые вы выбрали, совпали те, которые выпадут. Не обязательно, чтобы они попадали по последовательности, потому что ну, это в принципе очень будет, наверное, сложно, это нереально. Поэтому мы не ставим такие задачи. Самое главное, чтобы из тех чисел, которые выпадут, были у вас больше совпадений. Значит, вы претендуете на приз, если у вас уже 3 совпадения, 4 совпадения, 5 совпадений и, соответственно, самое большое совпадение – это 6. Соответственно, вот с 3 совпадений вы можете уже претендовать на приз. В данный момент мы находимся в районе 820 тысяч рублей. Стартанули мы с призовым фондом в 500 тысяч рублей. Мы планируем, что, ну, хотелось бы, чтобы мы пришли к 1 миллиону, так как это предновогодняя будет у нас, предновогодний тираж, и хотелось бы, чтобы больше победителей было, которые смогут эти деньги использовать на новогодний стол, например. Ну вы понимаете, да, это состояние души, эмоциональный такой порыв, там, Новый год и подарки, призы. То есть хотелось бы это все приурочить. Именно мы ускорили процесс на 24 число, чтобы мы смогли выдать эти средства, которые выиграют. Мы хотим, чтобы были победители. На 150% будет честно, потому что здесь воздействовать на процесс никак нельзя, так как процесс абсолютно автоматизирован. Начиная от приобретения билетов в онлайн-режиме, это через смс-ки, через терминалы Аквафон, операторов сотовой сети Аквафон и Мобайл. И плюс на вот это чудо устройства воздействовать механически никакой возможности не представляется. В этом может убедиться любой каверзный участник или телезритель, которому это будет реально интересно. Он может связаться с нами. Никаких вопросов, мы все продемонстрируем, все покажем. Конечно же, это будет сложно, если там весь город ринется на студию прямого эфира Абхазского телевидения. Придется разобрать его. Да, придется, конечно, разобрать. Это... Конечно же, я шучу. В реальности кому-то интересно. Мы настолько честно двигаемся вперед, продвигая этот проект, что мы готовы продемонстрировать любые аспекты нашего и эфира, и вообще всего процесса Аԥсны-Лото. Маширла иҟалаз усуп, аха Эрик захьӡу ракәхеит Аԥсны-Лото амҩаԥгаҩцәа. Я, Эрик Хашба, открываю первое в Абхазии телевизионное лото Апсне. Ҩнызқьакы шықәса рзы имҩаԥигон Эрик Ҳашба, уажәы Аԥсны-Лото ирхәмаруеит Эрик Миқа. Григорий Латышев предложил мне возглавить медийную часть проекта, и я с удовольствием согласился, потому что такого рода проекта я еще не продвигал и не занимался ими, и это в первую очередь опыт. И, конечно же, это очень интересно, потому что мы все, я думаю, то поколение, которое знает еще хотя бы конец, да, какие-то концовки советского времени. Я, например, непосредственно дома как-то участвовал в этом лото, и у меня всегда даже возникали вопросы, а это же в Москве, а как, если выиграть? Какие-то детские такие ностальгические нотки, конечно же, возникают в том случае, когда ты задумываешься об этом. Аԥсны-Лото аԥҵаҩцәа ишазгәарҭо ала, быжьны зықьҩык рҟынӡа ауааԥсыра рхы аладырхәхьеит. Макьаназ алотереиа дырхәмарлоит мызкахь знык. Аха иалахәхәо рхыԥхьаӡара иацлар, еисымҽыша ишиашо ицо эфирала имҩаԥыслоит Аԥсны-Лото. Изъявить желание поприсутствовать в студии. Возможно ли будет такое? В перспективе это рассматривается. В первом прямом эфире это не предусмотрено. У нас, конечно же, будет в студии
ведущий в моем лице, и это будет комиссия, это будут члены жюри, это из, насколько я понимаю, это из соответствующих уполномоченных министерств и ведомств. Пока не могу сказать в целях, так скажем, коммерческой тайны, рекламной тайны, пока не могу сказать, назвать имена и фамилии людей, которые будут при этом присутствовать. Это и будет являться залогом того процесса честного, который будет происходить в течение там, 10, 15 и более минут в прямом эфире. А в следующем, в будущем, в зависимости от того, насколько у нас удачно получится продвижение проекта, конечно же, рассматривается как вариант соорудить такую студию, где можно будет собрать желающих, окружить себя людьми, аплодирующими, реагирующими на то, что происходит в студии. Конечно же, это будем смотреть, как Бог даст. И все-таки кто в этом проекте выигрывает? Компания? Вы знаете, учредители? в этом проекте... Или же те, кто купил билет и выиграл? Знаете как, в этом проекте нет проигравших, вообще в принципе не должно быть. То есть мы понимаем, что все билеты не могут быть выигрышными, но это понятно, да, то есть и поэтому, но зато здесь есть возможность по-честному, с нашей стороны, да, предоставить людям честную услугу, где они смогут реально верить в то, что это будет правильно все сделано. Поэтому здесь только как-то бог игры, наверное, фортуна на это влияет. Выигрываю здесь, смотрите, мы задействовали в этом проекте, задействовано очень много компаний. Значит, это операторы сотовой сети Aquafona Mobile, да, которые нам предоставляют возможность рассылки и получения СМС, соответственно, да. Это, значит, телевидение, ДРК, в которой нам тоже предоставляет возможность снимать эту передачу. Это телезрители, которые будут смотреть передачи и участвовать в лото. Это вся команда, которая занимается лотереей. То есть, и масса еще таких вторичных компаний небольших, которые помогают нам создавать внешний вид и так далее. То есть задействована большая масса людей, которая все это делает. Это очень интересно, и это интересный глобальный по абхазским масштабам проект. То есть мы стараемся, чтобы это было интересно и, соответственно, не просто интересно, а еще выгодно. Не только нам, а, соответственно, тем, кто будет играть в Апсны-лото. Хымԥада иҟоуп Аԥсны лото агәра аха макьаназы заауп аҳәара алҵшәақәыртәы. Аиааира згоу лабҿаба дбаны, астудиа хьааԥхьара иҭан, аԥара инапаҟны ианидырклак, убысҟан ауп досу ихазы алкаақәа аныҟаиҵо. Макьаназы агәыҩбарақәагьы еилкаауп. Вот представляете, из 7 тысяч купленных, 7 тысяч участников, у нас около 20 человек отписались нам с каким-то, с какой-то там беспокойством о том, что настоящий это или нет. После нашего общения с ними и объяснения того, как это все работает, они купили билеты. У нас нет ни одного человека из 7 тысяч, который был бы очень сильно настроен негативно. А скептики, которые не хотят участвовать в этом всем и может быть, где-то в глубине души хотели бы, вот после того, как это все произойдет, они увидят, я думаю, у нас будет их меньше. Поэтому это нормально, когда люди скептически настроены, особенно к чему-то новому, потому что они не полностью владеют ситуацией и так далее. Это наоборот хорошо, это дает нам возможность становиться лучше, потому что без них мы, наверное, не будем лучше, да? Мы же как-то не будем двигаться вперед. Они нас мотивируют на движение вперед. Дорогие телезрители, 24 числа состоится первый тираж розыгрыша Апсны-лото на абхазском телевидении в 11 часов утра. Прошу вас принять участие и, соответственно, выигрывать. Удачи вам и выигрыша.